Шумбрата да кельгама ялга. Здравствуйте, дорогие друзья! Двери школы мордовских языков открыты для всех ребят, стремящихся познавать новое и изучать языки. Я Лиза и мой любознательный помощник Куйгрыш приветствуем вас на уроке макшанского языка. Шумбрат Лиза, шумбрата да ялгат. Ребята, наше увлекательное путешествие в мир макшанских слов продолжается. И сегодня на уроке вы раскроете еще одну из тайн макшанского языка. Куйгрыш, наверное, ты снова подготовил ребятам какую-нибудь подсказку, чтобы они отгадали тему нашего урока. Конечно! Накануне я перечитал стихи в детском журнале Якстертяштине и хочу прочитать вам одно из них. «Мордовияде, шачем мастер, а в содан сяда пить неваста, перевпяльги ляйхне, вирхне келемсть, а в Инголдове ван всеменельсь, и Марий павазу стопрянц, рузь, мокшесь, эрзясь, татарстяса, синь эсест вяти марстань янть, и ялгакшись, коль йотксосткасы». Ребята, конечно, вы догадались, что в стихотворении говорится о родном крае, Мордовии. А обратили ли вы внимание на то, что здесь также описываются многовековые связи и дружба Мордвы с русским и татарским народами, которые отражаются в лексике? Именно подобной лексике посвящено наше сегодняшнее занятие. Итак, тема нашего занятия – Лиякяльста сяфтвалхт – заимствование. Ребята, лексика макшанского языка в ее современном виде появилась не сразу. Процесс формирования словарного состава длительный и сложный, тесно связанный с историей развития мордовского народа. В науке о языке выделяются два пути развития лексики. Пополнение словарного состава исконными словами и заимствование из других языков. Исконно-макшанские слова – это слова, которые существуют в макшанском языке с древнейших времен. К ним можно отнести следующее: кядь – рука, куз – ель, седи – сердце, сельме – глаз, тяло – зима, тол – огонь. Оказывается, в макшанском языке наряду с исконными есть слова, пошедшие из других языков, и называются они заимствованными. По-макшански «лиякяльста сяфтвалхт». Друзья, как вы думаете, а нужны ли нам заимствованные слова? Конечно! На этот вопрос нам и предстоит ответить в течение урока. Ребята, заимствования существуют очень давно. Начали они появляться в языке тогда, когда сам язык только появился. Это неудивительно. Народы постоянно взаимодействуют друг с другом. Языки не существуют изолированно. Было бы странно, если бы на протяжении существования нашего народа и нашего языка в него не приходили слова из других языков. Сегодня на уроке мы вас познакомим с заимствованными словами в макшанском языке. Среди заимствований есть очень древние, из иранских и балтийских языков. Прочитаем примеры таких слов: ваз – теленок, вригаз – волк, кардаз – двор, пеель – нож, сазер – сестра. Молодцы, ребята! В макшанском языке много заимствований из тюркских языков, чувашского и татарского. И это не случайно, ведь носители этих языков живут бок о бок с мордовским народом. Прочитаем эти слова вместе. Зепе – карман, куяр – огурец, тюкар – пирог, тёра – парень, ярмак – монета, деньги. Ну и, конечно, большую часть макшанской лексики
составляют заимствования из русского языка. Они охватывают все стороны жизни мордовского народа. Русские заимствования входят в словарный состав макшанского языка и по сей день. Друзья, посмотрите на слайд. На нем представлены заимствованные из русского языка слова, которые вошли в макшанский язык достаточно давно. Прочитаем их вместе. Варягат – варежки, капста – капуста, мака – мак, ряпс – репа, рось – рожь. Молодцы, друзья! Куйгарыш, и ты молодец! Ты показал хорошее знание макшанского языка. Ты теперь понял, нужны ли нам заимствованные слова? Конечно! В макшанском языке очень много заимствованных слов. Они обогащают и пополняют словарь макшанского языка, облегчают и упрощают общение между людьми разных национальностей. Правильно, Куйгарыш, но не нужно и злоупотреблять заимствованными словами. Ведь в макшанском языке много исконных слов, которые люди забывают, заменяя их заимствованиями. Помните, друзья, заимствованные слова обогащают наш язык, придают ему выразительность, четкость. Но их надо использовать только там, где это необходимо, чтобы не засорять свой родной язык. Ребята, как быстро пролетело время! К сожалению, наш урок уже подошел к концу. Сегодня в нашем увлекательном путешествии по стране макшанских слов мы выяснили, что такое заимствованные слова, и еще, что они обогащают и пополняют словарь. Но использовать их нужно только там, где это необходимо, чтобы наш язык не потерял свою национальную принадлежность и самобытность. Надеемся, что наш урок вам понравился и вам было интересно и познавательно. Мы будем рады, если вы продолжите путешествие в мир макшанских слов вместе со школой мордовских языков. До скорых встреч, друзья! Васидимазан, Кельгама Ялгат, Улида Шумбрат.